этого анализ, он будет совершенно неверный. И давайте, я, наверное, не буду дожидаться, пока аудитория подключится. Я просто сразу начну свою, как бы сказать, свой стрим. И с нескольких вещей, да, мне хочется поговорить. Понимаете, смотрите, мы, так сказать, я в данный момент, получается, представляю самого себя, но вместе с тем и часть общества, которая, в общем, давайте смотрите, я, получается, гражданский активист, человек, не связанный ни с какими партиями, ни с какими движениями, ни с какими элитами, так сказать, голос простого народа, да, можно так сказать. Потому что не связан ни с кем. И у меня есть, получается, некое осмысление, некая точка зрения не связанного человека, а вообще в целом о, как бы сказать, всей ситуации, да. Конечно, кто меня постоянно смотрит, наверное, делает вывод, что я часто обвиняю вот так, как назвать-то ее, не знаю, оппозицией или как, как таковой оппозиции, я считаю, что у нас нету. В общем, вот это вот нечто, да, что сейчас происходит в нашей среде. И я бы сказал, что это все-таки началось все после 22 года. То, что было раньше, считать как что-то серьезное, мне кажется, невозможно, потому что бурятская мысль, можно, да, так сказать, очень слабая на самом деле, очень, которая вот сейчас формируется, она появилась, она в Бурятии не могла существовать, а, потому что там цензура, потому что, только ты откроешь рот, за тобой сразу же приедут, увезут тебя, упакуют, да. И, соответственно, что-то, какие-то речи могли говорить люди, которые связаны со спецслужбами. Сейчас же, когда за границу уехало достаточное количество бурят, и возникают вот такие вот независимые каналы, как у меня, можно уже судить о том, что какая-то мысль начинает возникать. Но давайте вот смотрите, поговорим об этом. Потому что, знаете, на самом деле проблема намного в бурятской вообще жизни, философии, мышлении, она на самом деле намного глобальнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что она как раз-таки в этих вещах и проявляется. Смотрите, давайте я вот в качестве примера сперва о самих событиях расскажу, а потом поговорим об их, так скажем, интерпретации, да, этих событий. Первое это то, что человек, который в, так скажем, в Бурятии, наверное, даже уже в истории Бурятии был, считался, по крайней мере, да, опять же, не всем обществом, я так понял, а какой-то частью общества. И, конечно, это общество, это вообще человек, оказывается, на самом деле был ангажирован, потому что представлял не конкретно бурятский народ, а свою, так скажем, как это в итоге оказалось, представлял свою семью, своих земляков, своих родственников. Это я сейчас о Хомутае говорю.
То есть смотрите, вот как его хотели те же его родственники позиционировать, как борца за бурятское движение, как такого серьезного профессора, ученого и так далее, да. Но смотрите, я вчера опубликовал пост про то, что вообще необходимо чтить своих предков, свой род. Ну, это, знаете, это такие какие-то вообще базовые вещи, которые на самом деле любой бурят и так должен знать, без всяких постов. Это вообще, как говорится, с молоком матери должно, да, внушаться. То есть, понимаете, какая фундаментальная проблема возникает? Когда Хмутаев оскорбляет один из бурятских родов, он тем самым проявляет какой-то глубочайший, хотя он вроде бы историк, историк, профессор. Конечно, у меня была бурная эмоциональная эмоция первые дни, но это же время, как сказать, проходит, и остается все-таки вопрос такой, да, повисший в воздухе. А почему вообще человек, это, понимаете, должен обычный бурят, который хоть немного считает себя бурятом, у него хоть немножко есть какое-то понятие об идентичности, он такие вопросы без всякой ученой степени, без всякого статуса профессора, без всякого звания истории, как там, кто он, кандидат исторических наук, ну, короче, не знаю, я уже забыл точно его статус, но не являясь историком, обычный бурят сельский, да, ну, неважно, сельский, городской, ну, в принципе, хоть как-то немного воспитанный в бурятских традициях, он должен это понимать, что почитание своего рода, предков, то есть вот когда мы с ржим делаем, да, допустим, обряд, мы же как раз-таки почитаем своих предков, и это такие, знаете, базовые фундаментальные вещи, и для меня просто, знаете, было открытие, что, получается, сам Хомутаев, когда он делает такие заявления, он, ну, как бы, знаете, самые элементарные вещи о бурятах он вообще, получается, не знает. Это, понимаете, на самом деле такое смертельное оскорбление, которое он делает. Он не только тройболизмом занимается, но он ссорит между рода разные между собой. Это категорически делать нельзя, понимаете? Для меня все-таки загадка, как в таком преклонном возрасте человек с таким бэкграундом, казалось бы, да, с званием историка, профессора, и делает такие заявления. Этого просто быть не может. Этого быть не может и не должно быть. И, конечно, общество бурятское еще должно по достоинству сейчас оценить и в будущем оценить вот эти вот такие вот заявления, которые он делает. Потому что, я говорю, это фундаментальные знания, которые вообще должны быть у любого бурята. Ну, потому что так жить нельзя, понимаете. И следующий момент, это вот пост. Знаете, я, конечно, зачастую такую представляю картину, слишком черно-белую, возможно, да, где категорично сужу, вот, агенты, не агенты и так далее. Но а, сегодня я почитал один пост этой женщины нашей, да, Вьюшковой, которая, кстати, долгое время представляла движение Фри Бурятия, которое, ну, конечно, оно на самом деле не является действительно борцом за бурятские права и движения, но я сейчас хочу найти ее, этот самый пост, зачитать вам, чтобы, как бы сказать, от первого лица был. Почему-то не могу найти ее страничку этих Вьюшковых здесь. Ну, я так понял, у нее русский муж, поэтому фамилия такая, соответственно. В общем, она в своем посте входит в противостояние, противоречие с организацией Фри Бурятия. И, видимо, то, что
то, что у ее отца произошел обыск и, видимо, на нее тоже какое-то уголовное дело возбудили, и никаким образом не отреагировали представители так называемых коренных. Хотя на самом деле, знаете, мы не коренные народы, а оккупированные. Вот эти организации, где этот Сулинзяга возглавляет, ну, давно есть мнение, я считаю, оно верное, что это тоже аффилированные ФСБ организации. Ну и, конечно, Фрибурете. То есть никакой информации о такой деятельнице, активистке, как Мария Вьюшкова, а, видимо, эти организации не публикуют. Я, кстати, понимаете, они и про меня тоже ничего не публиковали. И, соответственно, когда это становится не исключение, а правило, когда, как сказать, якобы организация, да, понимаете, целая организация, которая вот должна как раз-таки такие вещи освещать, говорить, как-то поддерживать, да. Ну ладно, хрен с ним с поддержкой. Это понятно, что такая организация, она никогда не будет поддерживать таких, как я. Ну и получается, таких, как Вьюшкова. Хотя Вьюшкова, я как понял... Понимаете, смотрите, на какие грабли наступила Вьюшкова. Я так понял, видимо... Я, конечно, не знаю полностью истории их взаимоотношений, но в смысле Вьюшковой и этой организации, ну и между ней и Гармажаповой. Но, тем не менее, мне кажется, раз она такой пост пишет, который входит в противоречие, то все же изначально, я так понимаю, сама по себе она действительно грамотный специалист в своей области. И на каких-то, видимо, все-таки таких началах а, она, ну, в смысле, не просто пропиариться, там, прохайпиться, но какой-то вклад внести, да, на таких началах она хотела туда вступить, что-то делать. Но, правда, все-таки она получила определенную сумму, как она сама и пишет. $7500 она получила за свою, как бы сказать, деятельность. Это, конечно, на самом деле мало за такой большой период и за такой большой объем работы. Но, тем не менее. Понимаете, смотрите, вот, когда ты от какой-то либо организации берешь деньги, то ты потом, получается, скован какими-то обязательствами и скован определенной солидарностью с этой организацией, видите? То есть ты уже потом, получается, не можешь ее критиковать, они же скажут, ну, блин, ты хороший гусь тоже, да, ты деньги берешь и против нас что-то базаришь. Видите, это вот такие вот опасные пути на самом деле, да. То есть быть зависимым. Поэтому я думаю, хорошо, что в конечном итоге я ни с какой организацией не связался и вот остался сам по себе. Потому что могу свободно критиковать хоть кого вообще. Вообще всех, получается. Потому что ни с кем я не связан, никто мне деньги не платил, и поэтому могу все, что думаю, все, что я реально думаю, да, как бы об этих людях говорить. А когда ты получаешь деньги, ну, соответственно, ты уже все, с кем-то ты связан, получается. Но, видимо, какие-то у них там системные противоречия идут между ними, Вьюшковой и этим фондом, и Гармажаповой. И, видимо, в последнее время эту Вьюшкову как-то отодвинули от дел, и, в общем, она выказывает некое неудовольствие и публикует такую вот информацию, которая, получается, ну, это уже, наверное, некий разрыв, я так думаю. Ну, видимо, сама по себе вот эта вообще деятельность этого фонда в Фрибурете уже скатывается к, к бездействию. Видимо, в целом интерес, ну, в основном интерес все равно был, конечно, к Фрибурятии от поуехавших, да, так скажем, бурят, а не тех, кто там остался. Хотя, наверное, и те, кто остался, тоже, может быть, следят. Я точной информацией не обладаю. Но в целом, мне кажется, общий интерес у людей к этой теме падает. Мое такое мнение. Ну, опять же, смотрите, давайте проанализируем разные вещи, которые будут говорить о том, что, к сожалению, в целом
есть такое, а, есть такая ситуация, как потеря коммуникации и вообще разрыв связей. Давайте разные мероприятия объединим в один какой-то логический блок и попробуем все это проанализировать. Смотрите, давайте вот эта ситуация, да, с Вьюшковой, то есть то, что человек старался, работал, ну да, получил, правда, единовременный какой-то грант, ну, правда, она с этого еще и налоги заплатила, но, тем не менее, какую-то определенную сумму она все-таки получила, да, за свою, так скажем, деятельность в этом фонде. Но фонд в будущем ее почему-то отодвинул и не освещает как бы ее, да. Видимо, для нее это тоже чисто бьет по морали, по ее какой-то самомнению, что ли, самооценке. То есть человек считает, что... Ну, я думаю, она действительно делала. Просто, видите, я изначально как понял, куда они все ведут, то, что они выступили за федерализацию, я как бы сразу для себя пометил, что вот все, кто во Фрейбуряте, это... Ну, в принципе, и было, почему так считать, да, потому что вот фото еще в 22 году, когда Гарможапова фоталась с Миловым, с Ходорковским, выкладывала это все у себя, для меня стало все очевидно. Ну и потом вот эта вот вообще тема вся вскрылась, которую я не знал, да, и которая вообще давным-давно существовала, что Ходорковский же давно уехал, и, как бы сказать, гранты выдает тем людям, которые выступают за федерализацию, да, то есть за сохранение Рашки, не за распад. В моих глазах это человек, и тем более, когда вскрылась потом информация про пятую службу КГБ, то, что все эти дожди, все эти, ну, дождь, да, позже появился, но тем не менее, НТВ, «Эхо Москвы» и так далее, все это было проектом пятой службы КГБ, и Ходорковский тоже, ну, тогда как бы стало все очевидно, да, что это, в общем-то, это система. Ладно, вот один вот этот вот эпизод, да, с Вьюшковой, которая, видимо, действительно хотела быть энтузиастом, хотела что-то сделать, но, правда, при этом имея русского мужа. Ну, опять же, понимаете, просто смотрите, вот как люди мне говорят, что Сойдукова, что Вьюшкова, что Хамхалаева, что кто еще там, ну, кроме Молодаевой, да, видимо, у них всех русские мужья почему-то. Как-то это вообще странно получается, что все такие борцы за бурятские движения в личной жизни почему-то предпочитают не бурятов, а русских. Ну ладно, это может быть их личное дело, да. Ну, в любом случае, это их личное дело, конечно. Просто это само по себе как-то немножко странно. Да, самое главное, потом с русской женой не появиться. Да? Всех осуждайте потом, да. Ладно. Вот один эпизод с Вьюшковой. Вьюшковой и ее противостояние. Следующий момент – это вот скандальная история с этим Балдан Ламой, да. Смотрите, Балдан Лама уехал туда и, являясь, по большому счету, одним из самых таких, как бы сказать, ну, все-таки он представитель буддизма, да, буддийской веры. И несмотря на то, что у нас есть определенный процент, и все равно мы все, как бы сказать, такие дуо, да, разделенные. То есть все равно мы, конечно, все наполовину шаманисты на самом деле. Кто там даже самый упертый буддист, потому что это все равно у нас изначально был шаманизм и наложился просто буддизм сверху. На самом деле многие ритуалы мы шаманские до сих пор делаем, тенгрианские. Несмотря на то, что, ну, как бы считаем, может быть, да, себя буддистами и так далее. Ну, я так вообще, как бы сказать, лично за себя говорить и туда, как бы хожу, да, получается так. Не делаю предпочтение одной теме. Вот как-то так. Да и мне кажется, у нас в Бурятии уже так сложилось, что все это так как-то слилось. Иногда даже на шаманские какие-то мероприятия этих лам могут пригласить. Ну, короче, это все слилось, реально. Есть, конечно, вот какая-то часть такая ортодоксальная, да,
шаманов, которые вообще полностью не признают. Но основная масса, тем более восточных бурят, все равно больше буддисты, так скажем. Но которые на самом деле ничего страшного для них не будет сходить куда-то на какой-то шаманский ритуал. В общем, суть в чем? Суть не в этом. Суть в том, что лама, который на самом деле и обладает, и должен обладать большим весом в бурятском обществе, ну, никак не мог, знаете, оказаться в такой ситуации. Ну, как он оказался, конечно, но по-хорошему, по большому счету, не должен был оказаться в той ситуации, что он, проявив антивоенную позицию, широко его растиражировали, но при этом он все равно работал на траке. То есть организации бурятские, в первую очередь бурятские, да, что Фри Бурятия, что лично там Арно, что Гармажапова, ну, у них связи все-таки влиятельные, они же связаны с Демпартией. Напоминаю, что сама Арно замужем за бывшим сенатором, по-моему, сейчас он, не знаю, бывший, не бывший, но все равно сенатор Демократической партии. То есть помочь одному единственному буряту в США, которого они, кстати, активно эксплуатировали, использовали, да, получается, в своих целях. Он давал им интервью. Ну, это было чисто, даже не следуя бурятским каким-то традициям, ну, логичным шагом, в принципе, да. Ну, мне говорят, здесь какая ситуация, понимаете? Если бы действительно Ламе, что там Тузгар, да, там клан, то есть, что Фри Раша, ну, Фри Бурятия, да, якобы Фри Бурятия, хотя понятно, что это дочерняя организация Фри Раша, даже если это не документально, но сын же Натальи Арно, он в этой Фри Бурятии, как бы один из учредителей. Ладно. Это был логичный шаг вообще, да, помочь этому антивоенному буряту, Ламе тем более, в возрасте 65 лет все-таки. И то, что он работает на траке, ну, это как бы, знаете, это на самом деле позор, да, по большому счету для бурятского народа. Лама с антивоенной позиции уехал в США и не получил поддержки от бурятского народа. По сути, позор. Ситуация очень некрасивая, очень плохо влияет на как бы репутацию. Но сейчас давайте поймем, почему так вообще сложилось. И третий момент, это вот то, что такой вот, казалось бы, именитый, но, опять же, понимаете, это распиаренный получается. Но, тем не менее, на данный момент, я не знаю, конечно, он на самом деле историк или просто ему сделали этот статус, судя по тому, что он работал в Комнации. Но вот то, что Хомутаев делает такие заявления, которые, ну, просто рядового бурята просто в шок, наверное, приведут, да? То есть, ну, реально, как, так скажем, лидер бурятского движения национального, ну, которым якобы он считался, да, ну, может делать такие заявления. То есть, когда он занимается тройболистом, когда он еще, знаете, на самый большой род прет, называет трусами и так далее. Это, понимаете, это просто быть не может такого. Если это действительно лидер бурятского национального движения, он никогда такими вещами заниматься не будет. Наоборот, он будет всячески пресекать такие вещи. Но, понимаете, такое делать может только либо, ну, совершенно какой-то глупый, невежественный человек, который вообще, ну, не знаю, даже русский бы так делал, не делал, это я даже не знаю. Бурят тем более бы так не делал никогда. Либо по заданию делает. Но я думаю, понимаете, здесь сошлось как бы две вещи. Смотрите, мне как кажется. Это сыграло, получается, злую шутку с ним и с нами всеми. То, что если человек воспитывался... Смотрите, для сотрудников правоохранительных, ну и других органов, спецслужб, никакие наши бурятские понятия, никакие бурятские устои, уставы не имеют никакого значения. Для них и русские-то ничего не значит, да? Ну, тем более бурятские.
Поэтому они никогда не смотрят на нас, как на людей с, как людей, носителей каких-то устоев и так далее, да. То есть для них мы просто определенный материал, определенный ресурс, который надо использовать в своих целях. И, соответственно, взгляд у их сотрудников и людей, которые выражают их позицию, он, соответственно, точно такой же. То есть, смотрите, получается, сама идеология, само мышление, как мыслит фонд Free Russia, Free Бурятия, как мыслит Хомутаев, как мыслит клан, семейство, оно на самом деле не отражает никакого бурятского национального мышления и преемственности поколений. И вообще не имеет никакого отношения к бурятскому народу на самом деле. Посмотрите, потому что то, что здесь продемонстрировано, да, вот такое вот наплевательское отношение фонда, да, Free Бурятия к своим же сотрудникам бывшим, да, хотя она действительно, я так понимаю, достойна, видимо, того, чтобы хотя бы они упомянули, да, я говорю про Вьюшкову. То есть ее как бы использовали как ресурс и выкинули. Ну, про меня тоже они не это, я уже, как бы сказать, даже не говорю, потому что я их столько раз критиковал, но, тем не менее, понимаете, я все равно, как-никак, являюсь бурятским режиссером и представителем. Все равно, видите, они не могут этого факта выкинуть из этого, да, то, что я все-таки бурятский активист, бурятский режиссер, а, имею приговор, и это, понимаете, работал в Бурятии как-никак, ну, то есть не как-никак, а я представитель как раз-таки тех людей, которые они не должны не замечать, понимаете? Но они так поступают. Почему они так поступают? Ну, потому что для них есть определенная определенные правила, рамки, которые не они сами придумали. То есть, понимаете, Гармажапова, значит, следует по какому-то скрипту определенному. То есть для нее есть те, которых она должна, про то, что она должна рассказывать, про то, что она должна молчать. Ну и, соответственно, Арно тоже. И смотрите, это первая тема, да, то, что они говорят про то, про кого надо и кого выгодно, про кого, как сказать, одобрит им ФСБ, по сути, да? Ну, то есть они же... Кто-то дает им поручение, вот там про Баир ничего не говорите, про Вьюшкову тоже молчите, про еще кого-то молчите. Это, понимаете, они даже не говорят, не говоря уже о какой-то там помощи или еще что-то такое, да? Это раз. И то же самое происходит с этим Балданламой. Несмотря на то, что у него большой авторитет, несмотря на то, что он представитель духовенства, человек в возрасте, ему, понимаете, если бы это действительно были люди, которые действительно представляют бурятское национальное движение, люди, которые связаны с бурятскими традициями, ну, они не могли его оставить в такой ситуации. Понимаете, это просто не может быть. Сам бурятский народ, посмотрите простых людей. Ну, как мы живем, да? Мы же как раз-таки и живем вот этими вот понятиями взаимопомощью и так далее. Здесь этого продемонстрировано не было, понимаете? То есть в самом культурном коде ни Натальи Арно, ни Гармажаповой, ни Хомутаева нету именно вот этой вот бурятскости, я бы так сказал. Потому что, ну, они, хотя я, вы знаете, человек, который вырос в городе, да, может быть, конечно, оторван как-то, да, от вот этих тем. Но, тем не менее, смотрите, все равно в семье и, как сказать, в окружении, все равно я все это наблюдал, видел, являлся участником. И я не считаю, что я вот оторван как бы, да, от бурятской культуры. По крайней мере, все представления об этом точно есть. И
Понимаете, когда я вот увидел вот это заявление Хомутаева, про то, что он высказывается так про Хори, да, я просто поверить своим ушам не мог. Мне казалось, этого быть не может. Я думаю, как? Ладно, мы там, как сказать, не сходимся в каких-то в мнениях и так далее, но думаю, такими вещами элементарными такой человек, который, как бы сказать, позиционирует себя как лидера бурятского движения и типа был им когда-то, ну такого быть не может. Но когда ты узнаешь его биографию о том, что он работал в Комнатце, и что он вообще, по сути, чиновник, и как раз-таки, понимаете, это как раз-таки, что Арно, что Громожапова, что Хомутаев, их одно объединяет. Это как раз-таки homo советикусы. Это люди, которые, понимаете, они полностью оторваны от своего бурятского национального самосознания, идентичности. Сама даже Громожапова же в своих интервью заявляет, что у нее петербургская идентичность, понимаете? Она даже себя по большому счету буряткой не считает. Хотя она тоже описывает моменты, когда из-за ее национальности, внешности на нее были нападения в том же Питере. Что там, за волос ее дергали, что-то такое в лицо плюнули. Потом этот Милонов ее Гарможоповой назвал. Ну, этот депутат есть же. То есть, несмотря на то, что она сталкивается с таким проявлением расизма, национализма от питерских этих людей, тем не менее, она почему-то все равно остается в орбите влияния русского мира. Ну, это, я думаю, здесь какая-то у нее... Ну, просто homo советикус, что поделать. Понимаете? Когда... Это о чем говорит? Почему вот эти вот люди... Хотя Зуртан говорит, что Наталья Арно, она не является этнической буряткой, она больше, видимо, китаянка. Ну, по сути, как бы сказать... Ну, это, конечно, важный факт, но тем не менее, даже не являясь этнической буряткой, но представляя, как бы сказать, Бурятию, все же она должна какие-то паттерны поведения, культурный код бурятского народа знать, понимать, раз она вызывается, как бы сказать, представлять, да, бурятский народ. Даже если бы какой-то русский, да, представлял Бурятию, да, то он все равно, ну, как Зуева, должны бы знать, понимать, с кем они работают. Но, понимаете, смотрите, если мы их рассматриваем именно как бурят и носители бурятского культурного кода, хранители идентичности, но если мы их рассматриваем совсем с другого плана, как носителей структуры ФСБ и людей, обезличенных полностью, лишенных идентичности, представляющих как раз из себя вот этот вот homo советикус, тогда картина становится понятной. То есть тогда понятно, почему Хомутаев, ну, вообще понятия не имеет о, как бы сказать, почитании предков, почитании своего рода, о том, что род нельзя оскорблять, о том, что нельзя заниматься тройболизмом, тогда сразу понятно. Тогда мы понимаем, что Хомутаев это просто... Ну, и сам он был чиновник, и, соответственно, его, вероятно, его предки работали в этой структуре НКВД, КГБ. Поэтому он и лишен вот этого знания, понимаете? На ментальном уровне он, да, он играет эту роль, как бы сказать, да, как там это, в этой песне-то есть, он играет эту роль, как две сестры, да, Любовь и боль. Ну ладно, он играет эту роль, и старается им быть. Придумали ему какой-то даже статус, да, открыли под него ООшку. Но сам-то по себе, получается, он человек, никогда не живший, видимо, среди бурят, и он не является носителем бурятского национального кода. Он не понимает вообще, он не понимает бурятский народ. Ну, конечно, понимаете, чиновник, выросший в семье ментов,
И те люди, конечно, старались, ну, понимаете, если ты бурят, КГБшник, мент, то ты, это, понимаете, вот это такая же трагедия, как с этническими корейцами. У них сейчас, у многих, я смотрю, это действительно трагедия, потому что они приезжают в себя, и они не чувствуют здесь себя корейцами. Они, ну, я имею в виду этнических корейцев, которые были сосланы в Центральную Азию из Дальнего Востока, которые там жили, и которых русские, получается, депортировали и стерли им, к сожалению, идентичность. И сейчас они как бы стремятся... Это, понимаете, вот еще девушка из трагедии девушки, вот, которая в русская община пришла, и она начала от них отбиваться. Вот был недавно ролик. И потом ей, понимаете, почему-то пришло в голову, что она должна доказывать свою русскость. Она сама этническая кореянка по национальности, но она начала записывать ролики, что вот, я там люблю березки, я русская душой. Короче, она начала позориться. И ей-то, как бы сказать, внутри нее кажется, видимо, что она действительно русская, но, конечно, русские ее никогда не будут воспринимать как свою. Это естественно. То есть, когда они говорят, вот, ты русский по духу, это просто бред полный. Конечно, они всегда судят именно по национальности. Вот как-то так. Поэтому это, видите, я просто привел в пример ситуацию с этой девушкой, этнической кореянкой. Но такая же проблема, я так понял, и с такими людьми, как Хомутаев, и с Арно, и с Гарможаповой. Ну, у Гарможаповой, я так понял, тоже люди, родители из органов. Это люди, ее родители, видимо, тоже уже лишенные бурятской идентичности, что и у Хомутаева, и сам Хомутаев, которые всеми силами пытались встроиться в это русское общество во времена Советского Союза, которые отказывались от своей идентичности и которые, соответственно, все бурятское им глубоко чуждо. Да, у них может быть бурятская, как бы сказать, азиатская внешность, даже, может быть, они владеют языком, но внутри них такое вот, знаете, глубокое отрицание, глубокая ненависть, наверное. Это, понимаете, это тоже некая трагедия получается. Человек, у него внешность азиатская, но он, как бы сказать, это есть, кстати, очень классный фильм по этой теме. Как же он называется? Я забыл. Ну, суть там про что? Такая, как бы сказать, пухлая девушка, афроамериканка, которая очень много ест. И она, как бы сказать, ненавидит свою внешность, тело и мечтает быть типа белой, короче, типа такого худой белый. И чтобы ее общество любило. Понимаете, это вот такая же проблема получается с вот этими вот людьми, что с Гарможаповой, что с Хомутаем, что с Арно. То есть они, как бы сказать, на внешность-то они, получаются, азиаты, но, видимо, в глубине себя, они, внутри себя, они, видимо, ощущают как русские, что ли. Ну, получается так. То есть они хотели бы влиться в это общество, но они, ну, не знаю, доходит до них или нет, что этого никогда не произойдет. Вот как-то так. И, соответственно, из-за этого, понимаете, они, конечно же, во-первых, не знают про вот это вот традиции, да, какие-то негласные правила, какие-то фундаментальные вообще вещи, которые касаются бурятского народа, традиций. Я, понимаете, мне даже пришлось писать пост по этому поводу, чтобы было понимать. Я вот вчера для себя понял, что вот такие люди, как Хомутаев, как вот этот вот клан, как, видимо, Марина сама Хамхалаева и так далее, они просто напрочь оторваны от бурятского народа. Это люди, которые воспитывались в какой-то в другой среде. То есть они очень далеки, на самом деле далеки от бурятского народа, даже от самой идентичности. Несмотря на то, что им приходится вот играть роль таких вот записных бурятов, да, представлять как будто бы бурятский народ, но на самом деле они
полностью от этого далеки. Это действительно homo советикусы, понимаете, с стертой идентичностью. Люди, которые вообще не представляют, не понимают, что такое бурятский народ, его традиции. И понимаете, смотрите, этой ситуации в принципе быть не должно. Даже такого быть не должно, что вот мы сидим и обсуждаем то, что вот Хомутаев, он вот такие вещи себе позволяет, так себя ведет. Этого просто быть не может. Он же типа лидер бурятского национального движения когда-то был. Почему он этим занимается? Почему он этого не знает элементарно? Этого быть не может, понимаете, принципиально. Либо он это знает и делает это наоборот по заданию конторы, ну тогда, понимаете, он и всегда и был агентом. Но это опять же подтверждает. Понимаете, если человек занимается этим намеренно, то он, по сути-то, и не считает сам себя бурятом. Он не считает, что у него есть принадлежность к бурятской идентичности. Как-то так. И это, понимаете, это трагедия большой части, к сожалению, мне кажется, бурятского народа, да. Ну, может быть, и на самом деле я тоже ошибаюсь. Наверное, это все-таки представитель. Вот почему я их зову контрэлита, да. То есть люди, которые внешне-то, как бы сказать, ну, тот же Будуев какой-нибудь или еще кто-нибудь, посмотрите. И тот же Цыденов. Ну, Цыденов-то там, понятно, 100%, он и так метис, да. Хотя, конечно, я против метисов ничего не имею, но в условиях вот этой вот тотальной ассимиляции, запрета бурятского языка, конечно, они больше будут стремиться к русской своей части, да. Вот как-то так. То есть, понимаете, это на самом деле, когда они уничтожали наших хранителей культурного кода бурят, когда они уничтожали наш язык, когда переводили насильно нас на кириллицу, они на самом деле в какой-то мере действительно убивали видимо, действительно успешно убивали именно вот эту вот традицию культурного кода. Понимаете? Получается, связи-то разорваны. Вот почему вот такая вот ситуация творится. Видите, почему не получается диалога? Я не могу сказать, что я вот такой хранитель бурятских традиций, но какие-то фундаментальные базовые вещи я хорошо понимаю, но это элементарно, если ты родился в бурятском обществе, если ты, ну, может быть, даже плохо знаешь язык, но тем не менее, ты родился среди бурят и знаешь фундаментальные определенные вещи. Ну, хотя бы то, что род нельзя оскорблять, да? Ну, хотя бы такие вещи. Или то, что каким-то таким вот людям необходимо помогать, понимаете? Ну, как вот лама. Это же, ну, это логичные, очень простые вещи, логичные, которые не надо очень долго объяснять. Но когда мы видим, это понимаете, смотрите, вот в какой мы ситуации оказываемся. Вот я, допустим, там в Юшково или еще кто-то, и люди, которые, казалось бы, да, должны быть как раз-таки такими вот хранителями бурятской идентичности и так далее, ну, раз они себя называют лидерами, но которые понятия не имеют вообще ничего о бурятском народе, которые себя его частью не считают. И здесь, понимаете, не может быть даже... это такой же диалог, как с русским получается, да. Даже русский, наверное, может быть, и то быстрее бы тебя понял. Ну, просто в силу того, что он изначально себя же вообще никак не ассоциирует с бурятом. А мы-то видим в них как будто бы бурят. То есть, ну, я вот смотрю на Гарможапова или на Хомутая, мне кажется, ну, это вот буряты, да. Но внутреннее это у них наполнение совершенно другое. Даже если Гарможапова сама говорит, я, говорит, представительница петербургской идентичности. Что за петербургская идентичность? Что это вообще такое? Или когда Хомутаев пишет в своих книгах, да, в интервью, что я покинул Бурятию, рабскую колонию, что-то такое, да. То есть, понимаете, он, во-первых, вообще и такой тоже не должен писать, потому что он должен понимать, какое тяжелое положение у бурятского народа, благодаря ему, кстати, тоже, и что
надо помогать как-то, стараться что-то делать, да, а не так, что вот типа, ой, я такой вот что-то делал, ходил там, вы все такие тупые, ну ладно, короче, хрен на вас, да. Ну такого быть не может, согласитесь. И когда люди просто не понимают, что они такими интервью, такими высказываниями, они просто, как бы сказать, раскрывают свою истинную сущность, истинную свою идентичность. а, Ну, они просто даже и выводов никаких не делают. Понимаете, вот сам же Хомутаев, он, если бы он был бы действительно, ну, во-первых, он бы, конечно, ничего не говорил, да, согласитесь, если он вот такой вот национальный лидер, он такого не мог бы сказать. Но этого не может быть, чтобы он такой вообще говорил. Но, не, здесь даже но не бывает. Поэтому, конечно, здесь он попал в такой просак, да, здесь он попал в такую безвыходную ситуацию, что сейчас ему извиняться тоже смысла нет, понимаете? Получается, ему надо стоять на своем теперь в этой ситуации. То есть он заявил это, начал оскорблять другой бурятский род, и сейчас ему, ну, деваться некуда. Понимаете, он себя рассекретил на самом деле, кто он. Ну и понятно, что он как бы таким и был на самом деле. Почему? Потому что он работал в Комнатсе и был чиновником до этого в правительстве. То есть он был назначен структурой КГБ на эту роль и играл ее довольно успешно многие годы. Но, понимаете, из-за того, что сейчас появился интернет, из-за того, что они делают заявления, которые, понимаете, это, знаете, на самом деле намного хуже, если бы мы его поймали на какой-то коррупции, да, там, или Гармажапу, или еще кого-то. Ну, хрен с ним на самом деле, да. Все люди бывают, как сказать, всем людям присущи какие-то вещи, да. Я думаю, это бы общество не так бы воспринимало, да, то, что там Хомутаев что-то украл. Ну, и по-любому он воровал, конечно, в 90-е, так как чиновником был. Что думаете, он в этом Комнатсе работал, под себя что-то не проводил, что ли? Конечно, проводил. Ну, это, как бы сказать, то, что система сама позволяет и поощряет, ну, заодно на крючке держать. Ну, это было бы куда, знаете, куда понятнее для людей и куда менее осуждаемо, чем полное непонимание вообще. Это, понимаете, знаете, вот как учитель бурятского языка приходит и не знает бурятский язык. Это, как говорит, сапожник без сапог, да? Вот как-то так. То есть, когда сам Хомутаев элементарные какие-то вещи о бурятском народе сам не знает. Как это может быть? Согласитесь? Этого просто не может быть. И это все случаи, понимаете, они выстраиваются в определенную систему. То есть, когда вот эта вот Вьюшкова отдала столько лет работе на этот фонд «Свободной Бурятии», и когда про нее там забыли и даже упоминать про нее не хотят. Или когда вот этот вот Лама приезжает в США, никакой поддержки, никакой помощи ему нет вот этих организаций. Хотя его используют, да, в своих целях, для интервью и так далее. Это, понимаете, кто такими методами работает? Система, ФСБ, МВД, для которых не существует никакой бурятской национальности, идентичности. Для них существует просто ресурс какой-то, который надо использовать, который надо обмануть. И поэтому у них, видите, с их точки зрения, с точки зрения системы, да, спецслужб, для них же не существует никакого бурятского народа, по сути. То есть они все делают, чтобы, наоборот, нас уничтожить. Уничтожают наш язык, культуру, историю нашу переписывают. И запускают вот таких вот манкуртов, лишенных идентичности людей, которые играют как бы эту роль, да, как две сестры. Ладно. Для них, соответственно, не может быть никаких извинений, да, в этом плане. То есть они же не понимают. С их точки зрения, наоборот, все правильно делается. А что?
вводит в заблуждение, да, то, что вот Хомутаев столько лет играл эту роль какого-то национального лидера типа. Или вот Фри Бурятия якобы там борется за бурятские права, но при этом представителей активистов не замечаю, да, ни меня, ни Вьюшку, ни кого-то еще. Ну, то есть для них нас нету просто. Вот есть те согласованные люди, про которых надо говорить, про которых надо озвучивать, которые их сотрудники, которые на их обеспечении находятся. Это вот, как бы сказать, нужные системе люди, поэтому про них говорят. Те люди, которые им не нужны, но по сути они являются на самом деле активистами, про них, но они не согласованы, не аффилированы, не сотрудничают с ФСБ, про их упоминать не надо. Вот как-то так. И, соответственно, они не руководствуются никакими бурятскими национальными понятиями, у них нет никакого бурятского культурного кода. То есть у них даже нет никакого понимания. Вот почему ни до Натальи Арно, ни до Громожаповой, ни до Хомутаева просто не доходит то, о чем я говорю. Они просто этого не понимают. Это разные миры. То есть, понимаете, внешность-то может быть у них и азиатская, но внутреннее наполнение просто русское. Все. Даже Homo советикус они, короче. Они просто не понимают, о чем идет речь. То есть они не понимают, что вот Лама приехал в возрасте, он носитель, он Лама вообще, ему надо как-то помочь, что-то сделать. Ну, всегда в нашей традиции, да, бурятской такое было, то, что вот надо как-то помогать, да. Но для них этого просто понимания нету. Это же было бы очень логично, понятно, что попытаться им, ну, при тех возможностей Арно, Гармажаповой, да, они же Колю Васильева легко протащили. Зачем-то им Коля Васильев нужен был. Они его протащили. Сам Коля мне, видите, Коля очень болтливый человек на самом деле. Показывал эту переписку с Гармажаповой, все это рассказывал, и в интервью своих рассказывал, что его встретил Арно там и так далее. Нужных людей, таких как Коля, да, они помогают им. Но таким людям почему-то как... Хотя я тоже не считаю, что этот Лама такой уж, как сказать... Ну, просто то, что он друг Хамбы Лама, это уже как бы о многом говорит, да. Сам Хамбо, понятно, что это сотрудник. Это 100%. Ну и плюс те заявления, которые он делает, да, то, что надо воевать за русский мир и так далее. Такого быть не может тоже. Наша проблема в том, что вот эта вот контрэлита полностью захватила не только власть, но и умы. И она, как бы сказать, действительно противостоит бурятскому народу. И самое главное, они и не понимают вообще, не понимают бурятский народ и знать его не хотят. Это, понимаете, это вот такая трагедия наша. Ну, не только наша, конечно, и других народов, на самом деле. Понимаете, это вот предатели внутри нас. Нас же уничтожают, как сказать, такими вот... Это, понимаете, насколько эта система сволочная, которая превращает из человека вот этого homo советикуса, уничтожает его национальную идентичность. И он затем служит уже верой и правдой вот этому вот государству, русскому государству. Такие вот дела идут. Я вот думал об этом. Ну, понимаете, я вообще как режиссер должен же анализировать такие вещи. Должен понимать, как вообще, чем человек руководствуется, когда говорит, что-то делает. Ну, видите, чем хорошо их анализировать, это же люди функции. То есть, что Хомутаев это просто функция на самом деле. У него нет спонтанных своих собственных решений никаких. Он действует, ну, представляете, функционер. Он работал в правительстве, его назначили на эту должность, и он пришел, и он работал там, ну, как бы сказать, играл эту роль, да. Ему платили деньги, он работал. Ему, ну, как бы сказать, ходил,
куратору советовался, ему говорили, то-то, то-то будешь говорить, то-то так-то будешь делать, вот будешь так сливать бурятское национальное движение. Он это все делал. Он уехал в США, он занимался этими делами? Нет, не занимался. Никто из них не занимался этими делами. Ни Дажо Дугаров, ни там Раджана, ни этот Хамутаев, естественно. Все они просто сидели и ждали, когда настанет как бы их час. Получается так. Поэтому сейчас то, что происходит, это все закономерно. И поэтому-то, понимаете, я надеюсь, доступно объяснил, почему сейчас нету и не может быть никакого единения с вот этими вот, ну, обычного народа, с вот этими вот созданными русским миром организациями фейковыми. Потому что внутри них отсутствует само понимание вообще бурятского народа, его культурного кода, его идентичности. Иначе бы они так не поступали бы. Вот такие вот дела. Поэтому, видите, тут такая фундаментальная на самом деле работа предстоит. А, а, Надо найти вообще людей, у кого идентичность бурятская, понимаете, таких людей надо во власти. Не тех вот этих вот homo советикусов, да, людей, функционеров, функцию, которые просто то, что им какие дают указания с КГБ, с ФСБ, чтобы они, ну, играли. Нам нужны действительно живые люди, живые буряты, которые знают традиции, которые в соответствии с этими традициями, с культурным кодом живут, понимаете, и которые не могут перешагивать через эти традиции, потому что, ну, он так делает, Хамутаев. Это просто быть не может. Понимаете, не важны же слова, а важны действия. То, что вот, делает этот Хамутаев, то, что делает это Фрибурятия, да, и так далее. Такие вот дела. Видите, в этом-то и сложность того, что как Бурятия должна завоевать свою идентичность, когда нету представителей бурятского народа, у которых была бы бурятская идентичность, которые могли бы какую-то идеологию нести. Но посмотрите, это же просто смешно. Вот это Хамутаев, что ли? Человек, который занимается тройболизмом. Гармажапова, которая действует строго по методичке, и которая говорит, что она не бурятка, у нее петербургская идентичность. Ну, это люди просто не годятся, у них нету такого, они даже и не хотят никакой независимости на самом деле. Привет, брат, наконец-то увидел на ютубе адекватного человека, спасибо, Байрла. Так, что-то сейчас у нас пока бурятов нету, что ли? Свобода бурятскому народу, школа на бурятском языке, нельзя отдавать ресурсы Кремлю. Так. В общем, в этом стриме сегодня хотел рассказать про вот эти вот проблемы идентичности. Понимаете, к сожалению, на пятом году войны, на пятом году вообще вот этого какого-то осмысления бурятского национального движения, оно сейчас только зарождается на самом деле. То, что было там в 90-е, нулевые, я считаю, это все просто было под контролем
конторы, ну, тот же самый, смотрите, РХТН, да, тот же самый этот Хомутаев, они же тогда были. Это что, было настоящее, что ли, что-то? Нет, конечно, это же были просто слив конторы и все. Причем действовали-то люди далекие совершенно от бурятского народа. Понимаете, смотрите, вот это вот очень хорошо, что YouTube сейчас есть, интернет, да. То есть мы можем реальные мысли вот этих вот людей узнать, когда он в своих заявлениях Хомутаев такое говорит. Вот такие вот дела. Соответственно, это же не может мысль родиться у него сейчас. Не может же он так деградировать, если всю жизнь типа этим занимался. Хотя на самом деле всю жизнь не занимался. Соответственно, у него изначально было такое мнение. А как оно было, понимаете, как личность формировалась у него? Она формировалась именно в духе Homo советикуса, то есть человека, у которого нет никакой национальной идентичности. И человек, который полностью разделяет интересы вот этого русского государства. И который, получается, в глубине души ненавидит свою внешность, ненавидит свою оболочку и стремится быть русским. Вот такой вот человек Хомутаев. Ну и все остальные. Ну и Громожапова, она даже сама как бы это признает. Если она говорит, что у нее петербургская идентичность. Ни один нормальный человек, ни один бурят, ни саха так не скажет. Что это за петербургская идентичность такая? Это, понимаете, она даже не может сказать, что у нее русская идентичность. Потому что, ну, понимает, что... Понимаете, у нее какой внутренний раскол получается в глубине души. Она не хочет быть буряткой, но и понимает, что, как бы сказать, она и не русская. И какой-то у нее такой вот, знаете, получается, в глубине у нее внутри какой-то полный разлад получается, да. Что там происходит-то? Какое-то расщепление личности, понимаете? Это все печально. Вот что такое Homo советикус, вот что такое двоемыслие. Это получается, видите, вот почему война-то вообще, по сути, идет. Потому что людей вот уничтожали их идентичность. И поэтому-то, понимаете, вот эти вот люди, это же все строилось-то на русском шовинизме. Они так ненавидят, вот нас ненавидят, да, за то, что мы не хотим быть русскими. Ненавидят украинцев, ненавидят чеченцев, ненавидят грузин, других народов, ненавидят Европу, ненавидят за то, что мы... Они-то от своей идентичности, от своей сути отказались, как бы, да. Я не знаю, правда, какая суть у русских, но факт в том, что они вот стали вот этими хомосоветикусами. А мы нет, мы не хотим этого. Понимаете, вот это же основной конфликт, понимаете, вот, который, наверное, надо еще понять европейцам, Западу. Он в этом состоит. Это вот конфликт Homo советикуса с людьми. Это конфликт обезличенных людей, для которых не существует никакой национальности. Ну, в вопросе с русским народом, наверное, тоже нельзя так полностью сказать. Все-таки они используют же для себя вот этих вот Homo советикусов. Ну, и они тоже, я думаю, понимаете, всерьез оправдывать Сталина, всерьез оправдывать коммунистов, которые столько миллионов, в том числе и русских, уничтожили, но это надо быть, понимаете, тоже предателем русского народа, да, ну, то есть вот русские, которые поддерживают Сталина и так далее, это они предают своих предков, понимаете. Вот еще одна мысль, которую я хотел сказать. Видите, у бурят, как считается, там, ну, я думаю, на самом деле у всех народов, но у нас вот это понимание это есть, которого нет у Хомутаева. То, что ты, когда ты предков, как бы сказать, предаешь, ты предаешь самого себя, понимаете? Тех людей, которые, благодаря которым ты здесь есть, ты, получается, и самого себя, и поэтому у тебя дела никуда не будут идти. А вот этого понимания Хомутаева нету, видите? Когда он разделяет народ, когда он высказывается о части, самой многочисленной части народа вот такими словами, он не понимает, что он вообще делает. Это вот Homo советикус.
И вот те русские, которые там сталинисты или еще кто-то, которые оправдывают и молятся на человека, который их предков убивал, их собственный народ убивал, они тоже против самих себя идут на самом деле. Такая вот проблема получается. И это вот имя им легион, действительно, это вот просто какой-то биомусор получается, да? То есть лишены души, лишены своей идентичности, лишены своей истории, лишены самих себя люди, которыми можно управлять, можно, ну так и получается. Посмотрите, их же бросают в эти мясные штурмы, они там подыхают, они умирают ни за что, понимаете? Они, конечно, да, идут за деньги вроде бы, но это люди, у которых нет никакой идеологии, идентичности, нету себя, по сути. Понимаете, они потерянные люди. Они вот действительно просто как какие-то биороботы типа. У них есть физическая оболочка, есть кровь, жилы, но у них нету души, понимаете? Вот не зря их орками зовут. То есть человек, который лишен какого-то внутреннего наполнения души, вот сейчас он и представляет русский мир. Поэтому самим русским, я не знаю, дойдет до них когда-нибудь или нет, хотя их так много, постоянно они пытаются почему-то, они не хотят вот этот вот корень видеть, да, вот этой вот проблемы. Они постоянно занимаются каким-то самооправданием, самообманом, говорить, это вот только Путин виноват, еще что-то. Ну, это надо им системно, объемно посмотреть на всю свою собственную историю, на то, что они творили. Вот кто-то же должен нести ответственность за вот этих всех, вот эти орды орков, да? Ну, орды неправильно я сказал, да, тоже неверное. Вот эти толпы. Видите, именно по Орде, да, это же нас пытаются зацепить монголов, да, то, что вот Орда, Орда. На самом деле в Орде ничего плохого нету. Кто-то же должен нести вот за них ответственность. Хотят все возложить ответственность только на одного Путина. Но это неправильно, это неверно, потому что, да, можно, конечно, сказать, что вот эти вот проклятые совки, коммунисты провели такой вот эксперимент над людьми, что они лишили их идентичности, лишили их истории, превратили их в homo советикусов, превратили их вот этих вот бездушных биомусор какой-то, да. Да, на самом деле так оно и есть. Но должны ли страдать другие народы от этого, понимаете? От того, что вот это вот бездушные вот эти homo советикусы уничтожают другие народы. Видите? Так что это вопрос очень такой серьезный, большой, обширный и даже, так скажем, философский. И то, что сейчас, понимаете, они какую-то малую толику вообще ответственности несут, то, что у них очень маленькие проблемки, которые возникли сейчас с бензином, с отсутствием интернета, это очень маленькие на самом деле. Это мизер по сравнению с тем, какой они должны на самом деле ответственность нести. Но по-другому, через боль, видимо, человек никогда не понимает, не доходит. И я думаю, какие-то жесткие потрясения, видимо, сама Рашка, русский народ, ну и, к сожалению, наш народ тоже должен пройти, чтобы понять вообще, да, что вообще, как получилось-то. Понять вообще, как эта война получилась, вследствие чего. Она как раз-таки появилась вследствие отсутствия души, получается. То, что вот людей превратили в этих homo советикусов, которые лишены идентичности, своей истории. Они просто рабы стали империи. Вот как есть же у этого Дарт Вейдера вот эти вот солдаты ходят, которые, по идее, это же люди, это же не роботы. Но они полностью обезличены. И вот это вот современное рашкинское общество, это вот именно такие люди. Ну, не все, конечно, опять же, тоже про всех нельзя говорить, но те люди, которые поддерживают войну, и которые тем более идут на войну, воевать, несомненно. Это, понимаете, они еще как оправдывают? Типа,
Но оправдывают же они то, что деньги нужны. Даже, понимаете, сейчас такой вот реклама появилась, да, где там женщина, и такая подпись, да, типа, вот, я сперва не поддерживал, но когда узнала, сколько платят, сама отправила, да. То есть, понимаете, понимаете, когда ценность и человеческой жизни, и единственная ценность для, как бы сказать, народом, я не знаю, можно назвать или нет, но для вот этой вот массы людей становятся только деньги, только материальное, ну, значит, все остального уже больше ничего нет. Нет никакой души, нет никакой духовности, нет никаких а, моральных каких-то качеств. Конечно, они много кричат о... Вот то же самое, знаете, вот я что понял, да? То, что вот, вот эти вот пропагандисты все кричат про какую-то там, м, как скрепы, да, там и так далее. Но на самом деле никаких скреп, конечно же, нету. Это то же самое, вот Хомутаев, да, кричит там, везде про него все кричат, вот он там лидер бурятского движения. На самом деле, конечно, он не является, потому что он даже основ никаких не знает, фундаментальных каких-то вещей. То же самое и, по сути, с вот этими пропагандистами. Вот как-то так. Поэтому без разрушения Рашки, без того, чтобы люди наконец-то поняли вообще свою историю, про то, что с ними творили коммунисты. И, по сути-то, они сами же тоже все это делал. Кто, инопланетяне, что ли, приезжали и устроили там эти гулаги и так далее. Это сам русский народ все это делал. Уничтожал другие народы. Прикрывался какой-то большой типа идеей. Вот, там, строим коммунизм. Какой жопу коммунизм? Та же самая оккупация, уничтожение. Расчеловечиванием людей занимались. И сами расчеловечились. Поэтому это огромная какая-то проблема. И, конечно, ну, для нас, понимаете, должна быть задача в другом. Нам свою надо вернуть культурный код, вернуться к истокам, к идентичности. И нам надо, конечно, о себе думать в первую очередь, о своей защите, о других всех вещах. Ну и, конечно, все наше государство должно строиться на наших фундаментальных правилах, как мы жили до этого, до русского мира. Без этого ничего не будет. А видите, как раз-таки оккупанты, коммунисты эти, русские оккупанты, в первую очередь это и уничтожали. Уничтожали людей наших, хранителей, да, истории, уничтожали наш, и уничтожают наш язык, переписали нашу историю. В первую очередь они этим и занялись. Такие дела. Не зря же они нас оторвали от нашего языка, от нашего этого монгол-бушек. И, соответственно, конечно, они вот эту вот псевдоэлиту, контрэлиту поставили. Это, понимаете, люди полностью лишенные бурятского культурного кода национального. И сейчас по таким людям, как Хомутаев, как Гармажапов, как Арно, мы все это видим. Вот такие вот дела. Надеюсь, наш бурятский народ это будет понимать, осознавать, просыпаться. Такие вот дела. Занухудут байрла. На сегодня, я думаю, все. Комментарий башты, лайки, ты занухудут. Дахин узатра, байерты.